Уфа готовится принять международный фестиваль «Наш бренд». Одновременно обсудит и вопросы развития сельхозкооперативов. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Ирик Сакаев, руководитель Центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан. Ирик Зуфарович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас сегодня одна из самых главных тем – это башкирский бренд, наш бренд. Именно этому будет посвящен предстоящий международный фестиваль. Насколько будет, может быть, богатый их состав гостей? Кто приедет, если международный форум? Да, действительно, 28, 29, 30 ноября Уфа принимает именно международный фестиваль «Наш бренд». Это на площадке Уфа-Экспо. Значит, мы ожидаем участия более 150 производителей из 14 регионов Российской Федерации и из 3 государств ближнего зарубежья. Из них более 60 точек будет предоставлено для малоформхозяйствования. Реализацию своей продукции, ярмарка, выставка будет организована. Именно это та крафтовая продукция, которую производят наши малыши. Ну и наши соседи с регионов тоже будет представлена своя продукция. Это очень интересная площадка. Там будет и вот основным, наверное, таким пленарным заседанием будет 5-й съезд кооперативов Республики Башкортостан. Но такое мероприятие, наверное, только вот Москва проводит, общее российское, и Республика Башкортостан свой съезд кооперативов проводит. Мы действительно на сегодняшний день являемся лидерами по вновь созданным кооперативам, по темпам роста именно кооперативного движения, поэтому это вот ключевое событие, и более 12 площадок круглых столов, там разные темы будут обсуждаться, в том числе и брендирование, в том числе и халяль. То есть самые актуальные вопросы, направления мы попытаемся обсудить это с гостями. Мы пригласили наших кооперативов, фермеров, особенно те, которые являются получателями мер господдержки. Да, вопросы возникают и по не просто получить, а там дальше как осваивать страхование, кооперативы, соседи приезжают у нас с регионов, тоже будут выступающие. Обмен опытом — это обязательно бизнес-миссии. То есть это будет такая насыщенная площадка. Всех приглашаю на это мероприятие. Я вот шел, думал не забыть бы сказать, потому что многие жалуются, почему мы продукции фермеров не видим на полках города Уфы. Но на сегодняшний день фермеры производят такую качественную продукцию, несмотря на цены, они раскупаются у себя по месту производства. И поэтому тут небольшое количество продукции доходит до Уфы. Это вот тот уникальный шанс и возможность перед Новым годом закупиться той продукцией, которая действительно высокого качества. Полуфабрикаты, колбасы, мед, пастила. Там будет широкая полка продукции, более 200 наименований, там только мы вот насчитали. Поэтому я еще раз говорю, приглашаю всех принять на нашем бренде участие. Вот мы с вами говорим о том, что наш бренд – это международный фестиваль. Сейчас, на сегодня, что является именно башкирским брендом, брендом Республики Башкортостан? Это же не только теперь мед и кумыс. Но мы вкладываем в слово «наш бренд», он более широкое значение, не в том юридическом значении, как вот брендированная продукция, а более широком таком поступательном движении в развитии именно производства продукции в Республике Башкортостан. Но, несомненно, мед и кумыс остаются нашим брендом, по которому нас узнают везде все. Классика. Знаете, зерновые культуры, которые вот бобовые культуры, их вот брендом вот так назвать, наверное, нельзя, но тем не менее, вот на сегодняшний день, если взять статистику, более 730 тысяч тонн продукции Башкортостана было экспортировано в 2023 году. За 9 месяцев этого года более 450 тысяч тонн продукции экспортировано. Там, естественно, масложировая продукция львиную долю занимает. Вот подсолнечное масло, нельзя не называть его нашим брендом. Вот, то, что производится в Чишмах, но это действительно наш бренд, он составляет основу экспорта. Это тоже хорошо. Мы очень много реализуем. Сахар вот мы производим больше, чем съедаем сами. У нас молочная продукция наивысочайшего качества, она уходит в регионы. То есть это тоже наш бренд. Любая качественная продукция, произведенная в Республике Башкортостан, будет считаться нашим брендом. В широком смысле этого слова.
Мы еще с вами говорим о том, что проходит не только международный фестиваль «Наш бренд», но еще и именно обсуждение сельхозкооперативов. Показательно вы уже рассказали о том, как у нас в Башкортостане развивается именно этот формат объединений. Некогда это был, может быть, не такой популярный, не такой комфортный для предпринимателей именно объединений, но сейчас... Какие у нас здесь есть перспективы и за последние годы какой произошел скачок? Есть ли он вообще? У нас на сегодняшний день зарегистрировано, я подчеркиваю, зарегистрировано более 450 кооперативов. Не все приступили к работе. Мы очень много сил и средств туда вкладываем для того, чтобы эти кооперативы заработали. Но вот эта тенденция, когда вот не открывались, люди не понимали, почему нужны кооперативы, мы этот барьер прошли. Наверное, вот начиная с 2017 года мы каждый год усиливаем свою деятельность именно в этом направлении. На сегодняшний день, вот если мы начинали от 370 миллионов рублей, выручка кооперативов была, там было порядка 30 кооперативов, работало в 2017 году. На сегодняшний день мы вот 23 год закончили 3 миллиарда 40 миллионов рублей была выручка уже, за 3 миллиарда перевалили за 9 месяцев этого года где-то порядка 2 миллиарда 100. Вот выручка кооперативов. Там трудоустроено более 1000 человек. Они платят налоги, пускай небольшие, но там есть синергия. Они именно для села, кооператив является вот жизненно необходимым субъектом экономики. Да, они малые формы хозяйства, да, у них объемы небольшие, но эти небольшие объемы дают толчок и жизнь для маленького села, для маленького предприятия. Я же говорю, вот более 10 тысяч пайщиков. Из этих 10 тысяч пайщиков 75% это личные подсобные хозяйства. Да, есть какое-то непонимание именно в юридическом ключе, где-то, может быть, какая-то сельская, какая-то легкость отношение к этому. Вот не всегда документально все оформляется досконально. Это не от того, что какой-то умысел есть, а от того, что вот люди за эти годы привыкли так относиться к документации. Но мы потихоньку это барьеры ломаем. Ну, если ты являешься получателем меры господдержки, а сельхозкооперации и малой формы хозяйствования получают порядка 250-300 миллионов рублей меры господдержки. Это для села хорошая такая поддержка. И мы, конечно же, говорим и настаиваем на том, что каждый рубль бюджетный должен был эффективно освоен в рамках закона, в рамках тех соглашений, которые они подписывают с Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан. Шло именно туда, куда государство дает эти деньги по этим целям. Ну и вот если посмотреть, там, где есть кооперативы, там происходит рост, там увеличение поголовья. Там сейчас очень популярным становится направление плодоягодные. Землянику, клубнику очень много выращивают. Так любое направление находит. Вот пчеловоды наконец-то сорганизовались. Очень много кооперативов по пчеловодству возникает. Поэтому мы надеемся, что то движение кооперативное, которое Республика Башкортостан такие хорошие обороты взяло вот это направление. Я надеюсь, что все-таки эффект, он синергетический, он сразу не сиюминутный. Мы должны годы пройти. Вот мировая кооперация шагает уже 140-150 лет. Там тоже, наверное, в начале, это еще в 1800-х годах начиналось это движение. Мы тоже к этому придем. Мы на самом начале, несмотря на то, что про кооперацию уже говорят с 95-го года, закон принят. Наверное, несколько попыток было сделано в рамках государственной программы, нацпроекта. Ну вот сейчас по Российской Федерации движение пошло. Я же говорю, надо непрофильные, свою деятельность непрофильно передать кооперативу. Ведь это кооператив та форма, когда ты остаешься самостоятельным хозяйственным субъектом, но при этом создаешь второе юридическое лицо для того, чтобы непрофильное, допустим, фермер должен выращивать сырье, а сырье должен перерабатывать его кооператив. Тогда у него эффективность его деятельности будет высокая. Но про это тоже мы будем говорить на форуме. У нас есть федеральные спикеры. Вот. Дальше, наверное, мы по тематике поговорим. Кооперативная продукция, халяль, вот направление. Оно тоже вот на сегодняшний день должно присутствовать обязательно. Почему я говорю обязательно? Потому что вот недавно был форум «Золотая осень» в Москве. Там был круглый стол, где наш министр Ишалович Фазрахманов выступал. И вот
из 44 стран, куда мы экспортируем, наверное, практически 40 из них мусульманские страны, они без сертификации халяль вообще продукцию не принимают. Вот для нас открылся рынок Алжира, большой рынок, Малайзии, Индонезии. Они все без сертификации халяль ничего не принимают, даже включая шоколады. И то даже в нашем понимании мы как бы даже не предполагали, что это надо сертифицировать именно по стандартам халяль. Арабский мир полностью работает под маркой халяль. А вот как нам эти сертификаты получить? Я так понимаю, что российский должен быть сертификат, и здесь какие-то есть требования, которые должны быть соответствовать. Да, сертификация Роскачества. На нашу радость Республики Башкортостан один из первых регионов, где есть специалисты Роскачества, которые имеют право выдавать, аттестировать и выдавать сертификат халяль. Вот, насколько я знаю, буквально на той неделе специалисты Роскачества приезжали в Республику Башкортостан, нашими специалистами выезжали в районы, где районы подавали заявку на сертифицирование по маркам халяль, и эти сертификаты у нас принимаются. Вот Роскачество делает большую работу в этом направлении. Вот доходит до смешного, допустим, чтобы попасть на рынки Алжира, нужно обязательно наши сертификаты были еще засертифицированы мусульманским сообществом Франции. То есть Алжир в свое время был колонией Франции, и там духовенство, там высшее управление. А санкции? Но мы работаем с дружественными нами странами. Мы даже сейчас уже не пытаемся лезть туда, где нас не ждут. Естественно, Индия, Китай, Иран, Ирак. Но они не боятся санкций. Они с нами работают. Арабские Эмираты, то, что я уже говорил, Алжир. Очень много наших ближних соседей, наших дружественных. Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан обязательно. Мы с ними работаем. Несмотря на санкции, с ними вот наши торговые отношения довольно-таки успешно развиваются, и там есть перспектива большая. Я уже говорил про цифры, куда мы стремимся. Надеемся, что и в дальнейшем с этими странами, вот то, что я назвал, ведь в этих странах проживают больше половины человеческого населения Земли. Как бы там ни было, Индия, Китай, две страны, где проживает там порядка 3 миллиардов из 7,5-8 миллиардов населения. Поэтому надеемся, что отработаем именно в этом направлении, будем работать. Ирик Зуфарович, спасибо огромное, что, несмотря на такую тщательную подготовку к предстоящим важным мероприятиям, вы нашли время, пришли к нам в студию, поделились своими мыслями и своими впечатлениями. Итак, мы приглашаем всех на мероприятие международный фестиваль «Наш бренд», который пройдут 28-29 ноября. 30-го будет подведение итогов, там будут конкурсы, там будут медали. Естественно, это будет интересно, вкусно и насыщенно. Всех приглашаем. Спасибо вам за то, что дали возможность именно поговорить на эти темы. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.